Региональная лига Международного союза КВН Якутия представляет. Ну что ж, дорогие друзья, перед тем, как мы начнем, по традиции хочу пожелать командам ни пуха, ни пера. Ну что ж, команды уходят, готовятся к первому конкурсу приветствия. Да, дорогие друзья, ну и еще одна минутка добра. Внимание на экран. Хочу вам рассказать о том, что сейчас вот на сайте, который вы видите, ДФО «Добрые люди России РФ», проходит голосование на государственную премию Российской Федерации в области благотворительной деятельности по Дальневосточному федеральному округу, где участвует наша с вами землячка Павлова Галина Николаевна, большой друг якутского КВН и вообще молодежи в целом. Да, друзья, кому не сложно, пожалуйста, зайдите, проголосуйте. Нас догоняет Приморье. Я считаю, что самые добрые люди живут в Республике Саха-Якутия, и мы должны поддержать нашу землячку и проголосовать за нее. Спасибо, аплодисменты. Ну и, конечно же, хотелось бы благодарить без тех, без кого игры КВН никогда бы не состоялись. Это Министерство по делам молодежи и семейной политики Республики Саха-Якутия, а также окружная администрация города Якутска. Сегодня нашу игру снимает информационный наш партнер и в целом информационную поддержку КВН нам оказывает студия «Ветви», которая записывает сегодняшнюю игру. Полную видеоверсию этой и других игр нашей лиги вы можете посмотреть на канале студии на YouTube «Ветви», 2Е в конце. Ну что ж, друзья, переходим к первому конкурсу. Конкурс приветствия, тема свободная, уважаемое жюри. Максимальный балл 6 баллов. Сегодня вам нужно будет выбрать лучшего актера и лучшую актрису игры. Давайте начинать и открывать сегодняшнюю игру. Честь выпала команде КВН «Дэнди». Встречаем! Еще давай. Добрый вечер, дорогие друзья! На сцене команда КВН Дэнди. Мы уже 2 года выступаем на этой сцене и хотим раскрыть вам одну тайну. Это Дмитрий Щукин. Дмитрий Щукин – родной брат Виталия Щукина. И, как вы успели заметить, Виталий доедал за ним не только еду, но и его талант. И, походу, мозг. Но это Николай. Николай по-русски вообще не А, не Б. Аниме. Вот, смотрите, вот, Коля, скажи, пожалуйста, по-якутски Каландрашвили. Каландрашвили. Угу. А по-русски? Пошел. И вообще у нас в школе есть шутка. Итак, представьте, деревенский парень впервые пришел на концерт Василия Афанасьева. Ну что хотелось бы сказать. У нас в команде нас 5 человек, да? Нас 5 человек на сцене, у нас есть, вот его Дима. Так, я дико извиняюсь, это случайно не банкетный зал «Адель»? Нет. А вы не компания «Стерх»? Нет. Так, а чего вас так много на сцене? Вообще, если больше 2 человек, то это уже митинг. Вы вообще кто? Ах да, забыл представиться. Вячеслав Алексеевич Штатив. Вы тут сильно не буяньте, а то упаду еще на кого-нибудь. Да нам вообще Увидимся. Друзья, а это у нас Мирослав. Мирослав — это солнце нашей команды. Мирослав очень подготовленный человек. Вот KFC еще не открыли, а он уже жирный. Братан, у тебя есть какая-нибудь песня? Объяви меня. А у нас в городе недавно очень часто выключали свет.
Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. День за днем то включат, то выключат свет. Я хочу, чтобы кто-нибудь дал мне ответ. Ну, нафига тогда крест-два? Мирослав, успокойся, пожалуйста. Ты что ли меня успокаивать будешь, дрыщ? Я тебя успокою. Братишка, оставь его. Смотрите, Уоло-Гото вышел. Так-то фильм Ологото вчера вышел. О, блин. На Харабекир наступил. Так, Жека, Да успокойся ты, о. Пацаны, хавать не хотите? Я вам сейчас суши закажу. Алло? Суши за репост можно? Не-не, мы не популярные КВНчики, но жестко перспективные на один набор Филадельфии. Нет? А имбирь хотя бы? так, Жека, Да успокойся, братишка. Вот у меня Мирослав, подойди-ка сюда. Мы с Мирославом такую песню забабахали. Ну-ка, как репетировали. Засыпай, под губу мне на свай засыпай. вы дебилы? Короче, не мешайте играть. Друзья, а недавно на перекрестке Кальвица и Пирогова открыли кольцевую. Кальвица это который возле мечети, что ли? Ну да, Прям кольцевую, что ли? ну да. А чё не полумесяц? Ты дурак, что ли? Жека, у тебя вообще какие-то аморальные шутки. В смысле аморальный? Он меня зал любит. Балкон, вы видите меня? Левый сектор, вы видите меня? Центральный сектор, вы видите меня? Правый сектор, ну шо, хлопцы, бачите меня? Здравствуйте. Вы имбирь заказывали? Я заговорил, Вы получится. дебилы! Так, мужики, я извиняюсь. Можно мне 2-3 крепких парней? Зачем? Но у меня жена завтра поет, ей на потанцовку надо. А, ну вот, забирайте. Видите. Только это, завтра каблуки наденьте. Наконец-то на сцене осталась адекватная часть команды. Кстати, друзья, в жюри сидит Александр Владимирович. Он генеральный директор компании «Мегафон» в Якутске. Александр Владимирович, мы очень рады, что вы сидите сегодня в жюри. Постой-ка, Александр Владимирович. Нравится на КВН в жюри сидеть? А хотите еще в финале посидеть? Вы, если что, мне звоните, я вам устрою все. Номер записывайте. 8 914 Так, Андрей, 420 13 16. Вообще-то там не только Александр Владимирович сидит. Там еще Татьяна Николаевна Пяткина есть. Татьяна Николаевна, мы на фестивале делали на вас пародию, и нам кажется, то, что вы на нас чуть-чуть обиделись, да? И поэтому, друзья, эти цветы именно для вас, Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна, это извинение не за фестиваль, а за то, что мы еще одну миниатюру покажем. Ага, Андрей, объяви. Сейчас в России очень популярен versus battle. Итак, давайте представим, Татьяна Николаевна Пяткина сидит в жюри на одном из таких батлов. Ты беспонтовый раунд! Ну что, пошумим в конце, это Versus Battle! Я думаю, самое время переходить к жюри, и первым, кто скажет свое слово, это Татьяна Николаевна Пяткина, а.к.а. Всем привет! Всем привет, всем привет! Батл был такой классный! Участники такие молодцы! Оксимирон, я влюбилась! Вот это твой панч! Вообще классно, отвечаю! Real talk, think about it! Гнойный! Ну ты прям красава вообще, вот отвечаю, потек, вообще, я вообще попутала! Ну пора заканчивать!
заканчивать. Да, баттл был классный, но мне кажется, победил гнойный. Ладно, мне всем пора идти. Всем пока! Ну, Кинчери, ты так божественно отыграл Татьяну Николаевну. Ладно, что-то... Сейчас, подожди-ка. Спасибо, спасибо, спасибо. Так приятно. Друзья, согласитесь, очень некрасиво красивой женщине дарить один и тот же букет 2 раза, да? Поэтому, Татьяна Николаевна, вот эти вот все цветы именно для вас. Ну что, друзья, и напоследок! Полгода не играли, Эй, оу! настрой не потеряли. Эй, оу! Кончается сезон. Эй, оу! Есть один вопрос, кто же он, кто же он? Энди, спасибо! Команда КВН Дэнди, спасибо. Дорогие друзья, на этом сюрпризы не заканчиваются. Я напоминаю, что нашим генеральным спонсором является компания Мегафон. Сегодня оператор, кроме шуток, обеспечивает доступ к интернету и по-настоящему сверхбыстрой скорости LTE Advanced. Выбери себе подходящий тариф из новой линейки, включайся и наслаждайся безлимитами на мессенджеры, музыку и видео. Линейка «Включайся» — это тарифы, подобранные по твоим интересам. Мегафон и КВН начинаются с тебя. Аплодисменты, дорогие друзья. И позитивная новость из этого моего текста. Сегодня у каждого из вас есть возможность получить спецприз от компании Мегафон. Мегафон приготовил зрителям игры подарок-сюрприз. У тебя есть все шансы стать его обладателем, уважаемый зритель. Для этого за время игры, за время сегодняшнего полуфинала, нужно выложить свою фотографию в Инстаграм и написать на шутку, которая заканчивается словами «начинается с тебя» с хэштегом «Мегафон Якутск». Да, любую шутку, которая будет заканчиваться на «начинается с тебя», свою фотографию с хэштегом «Мегафон Якутск», и в конце игры представители компании Мегафон озвучат пользователь с каким именем получает спецприз. Он действительно классный, огромный пакет я видел там от Мегафона. Получит один из вас. Дорогие друзья, продолжаем КВН, конкурс приветствия. Следующим на этой сцене появляется, под ваши, конечно же, бурные аплодисменты, Ассоциация молодых педагогов. Встречайте! По статистике, 80% учителей – это женщины. И для того, чтобы привлечь мужчин в школы, Министерство образования пошло на крайние меры. Ну что, Гасан Басалаев, сразу в школу захотелось? Это не Гасан, это Миша. Да какая разница? Так, Максим Григорьевич, это что такое? Вообще-то это новые учительницы английского языка. Да они из английского только слово go-go знают. Вообще-то мы стриптиз тоже можем. Вау! Вот это реформа образования. Я уже собирался в бизнес уходить, а в школе, оказывается, тоже перспективы. Сергей Леонидович, а вы почему не на уроке труда? Ну, наверное, потому что я учитель ОБЖ. А разве это не одно и то же? Да какая разница? Кстати, а где наш учитель трудов? Сейчас я ему позвоню. Ага. Да, он опять, наверное, в подвале, там связь не ловит. Конечно же, он на связи, ведь у него мегафон. Недостаточно средств для звонка. Что? Я утром просто не закинул деньги. Сейчас...
Утром. Да блин, час назад закидывал 500 рублей. Что с мегафоном постоянно так? Микрофон выключи. Так, давайте мы пока попрощаемся с нашими девочками. Девочки, до свидания. Девочки. Ну что, друзья, на повестке дня у нас КВН. Кто против нас играет? Сборная провинциалов. Учитель якутского языка. Я их на себя возьму. Только будь аккуратней. Я же профессионал. Здорово, Ворон Волтер. А что сразу бьете-то? Телефон верните. Все, я все решил. Так, хорошо. А что будем делать с родительским собранием? Ну, мы же учителя. Отменим! Так, Ланда, у нас остались Дэнди. Дэнди, между прочим, чемпионы прошлого сезона. Что будем делать? Брату подарю. Так. Ладно, с Дэнди мы разобрались. Отлично. Учитель музыки где? Так, давайте его уволим. Он уже 10 лет подряд одну и ту же песню детям учит. Да оставьте человека в покое, пускай ножи себе зарабатывает. Что вы начинаете? Кстати, Анастасия Николаевна, у вас есть очень интересные уроки иностранного языка, которые помогают иностранным детям лучше познакомиться с национальной культурой. Покажите нам? Конечно, конечно. Давайте посмотрим. Так, ну-ка. Смотрим на экран. Leg. T. Leg and T. Ask. Alone. Ask alone. Чака. Чука. Рурк. Чакарук. И моя любимая Буг. Ева. Бугаева. Анастасия Николаевна, вы что, тут же дети в зале, зачем такое показывать? Кстати, коллеги, у меня отличная новость. Всем учителям повысили зарплату на 13%. Спасибо. Инфляция повысилась на 17%. Yes! Минус 4%. Почему вы радуетесь, Сергей? В прошлом году работали на минус 8%. Так, кто это? Купите вешалку. Купите вешалку. Так этот трудовик опять что-то замышляет. Идите отсюда. Трудовик. Чё такое? Здорово. Так, трудовик. Вас, Антон, извините, как ваше отчество? У меня нет отчества. А почему? Я без отца рос. Кто вас назвал тогда? Обстоятельства. Кстати, иногда я Эдик. Что? Не надо подробностей, спасибо. Ну ладно, что-то я тут застоялся с вами. Пойду я ручки пилить. Дверные? Их тоже. Опа, смотри-ка. Так, а вы почему на видео снимаете? Разнимите их. Я админ криминальной Якутии. Сейчас, подождите, кое-что решить надо. Антон, подождите, вы куда? Мне надо кое-что решить, подожди. Здорово. Че, удобный стол? Я делаю. Вон там, на 4-м ряду мальчик сидит. Я делал. А вон там, видите, сзади огромный экран сверкает. Это японцы делали. Молодцы вообще такие вещи делают. Я больше по столам, конечно. Ну и, конечно же, для жюри у меня есть подарок.
Держи, короче, это тебе, наверное, больше всех пригодится. Ребята, если наша команда попадет в финал, я вам сделаю зимние, теплые, деревянные пуховики. Пока. Слава богу, вы, Антон, уже вернулись. Ну что, дорогие друзья, что хочется вам сказать. Почаще сдавайте, пожалуйста, деньги на новый линолеум и шторы, потому что только так у нас у учителей появляется возможность хоть как-то увидеть море и еду. С вами была команда Ассоциация молодых педагогов Республики Саха-Якутия. Спасибо! Дорогие друзья, аплодисменты. Действительно, настоящая правда. Все эти ребята по-настоящему работают в школах. Там в 21-й, в Булгуник-Такской даже школе работает у нас трудовик. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем. Третье приветствие. Несложно догадаться, осталось всего 2 команды, но третьими будет родительское собрание. Встречайте! Мало так мало осталось нормальных девчат. Мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Добрый вечер. Как давно нас тут не было. Ага, вчера то же самое в фитнес-клубе говорила. Ну так-то за лето я похудела. Незаметно, незаметно. Ну к осени набрала. Заметно, заметно. Короче, я на 0 вышла. Как всегда. Девочки, а говорят, что мы не энергичная команда. Докажем обратное. Ничего, ничего, разбежались. Ускорились как никогда. Ага, как интернет мегафона. По ночам Масоголохи. Ага. Здорово, Норм! Оля, а ты что, в Зодиак устроилась на работу? А не огонь! Понятно. Девочки, я вообще не понимаю, что с вами происходит-то. Да мы вот тут подумали и решили, что ты среди нас самая успешная. Ага. И в чем же моя успешность? Да у тебя хотя бы муж есть. Ага. Лена, у тебя так-то тоже есть муж. Ага, ну не твой же. Оля, а у тебя есть дети? Они такие У меня просто язык не поворачивается такое сказать, но они существуют. Чьи это дети? Мои! Знаете, как моей маме? Смотри меня, отцом станешь. Понял? Оля! Ну что опять? Мне кажется, я встретила своего единственного. Оля, так-то это вообще-то мой муж. Эдик, ты чё выперся-то? Иди отсюда! Мама, это тебе подарок ко Дню матери. Вот твой муж, мама. Ой, что так резко-то и сразу с подарком? Это ее подарочная коробка. Не мечти, что просто. Ну, я пытался как бы, да. Ага. Петя, ты что врешь? Ты говорил, что твоя мама красивая. А ну давай, иди отсюда далеко-далеко. Как иди далеко-далеко? Ты же знаешь, откуда я? Я вообще-то с села Пеледуй Ленского района.
Ну вот и пеледуй, пеледуй. А у меня еще есть сюрприз. Я же имя поменял. Петя, и зачем? Да, в школе дразнят. Петро, Петруня, Севиня, урод и так далее. Ты школу давно закончил. Так он в начальную школу работать устроился. И на какое поменял? Небось, на какое-нибудь длинноякутское? Теперь я Сергей Эдикович. Эдуардович, дурак! Так, все, хватит. Давайте начинать. Каждый отец желает знать, кто у него родился. Итак, случаи в роддоме. Смотрим. Лена! Лена! Ну кто там, пацан? Дочь у нас. Круто! Ира, ну чё, дочка или сын? Сыночек. О! Олика! Чё, ребенок на кого похож? На тебя! О, бедный ребенок. О, хотя бы мальчик. Да какая разница уже? С годами для женщины день рождения — это не самый прекрасный праздник. Смотрим. Олечка, сегодня твой день рождения. И вместе со словами пожеланий мы дарим тебе свой подарок. Ух ты! 6000! Девочки, я вам по 3000 должна, да? Ага. На. Спасибо. Сорвался с календаря. Эх, девочки, как жалко, что я старше вас всех. Да не переживай. Ты ж не прям старуха. Наркоманы! Ой. Ой. Что со мной? Ой. Беда. Бездари! В нас в Советском Союзе такого не было! Ой, мне страшно. Во мне просыпается злобная старуха. Девочки, я пойду, прилягу. Ну и что хотелось бы сказать? Конечно, решение играть в КВН мы приняли не сами, а совместно со своими близкими и родными. И сейчас хотелось бы дать им слово. Я хотел поблагодарить КВН за то, что благодаря ему моя мама стала более веселой и молодежней. У меня, когда Ира пошла играть в КВН, постоянно на репетициях, у меня больше стало свободного времени. Провести с мужиками в гараже за пивком. Спасибо КВНу за пивко! А я не рад. Еще каких-то левых кормить нужно. Команда КВН «Родительское собрание». Спасибо! Мало такого осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Спасибо команде КВН «Родительское собрание». Ну и завершает конкурс приветствия, как вы, наверное, уже догадались, сборная провинциалов. Встречайте! Bir kamsani brat тебе осенняя школа. Тюмада корта тулупат кыска түмсер бир столга. Кары сорын соло волчан кыска бастыки.
Баллон. Эй, Баллон, говорю, привет. Извините, затупили. Если честно, мы не готовы. Ну, вы попробуйте в подъездах там репетировать. У вас нормально там есть, где репетировать. Короче, из-за этого у нас будет выступление короткое, как у Миши. Вы не это подумайте, пожалуйста. Я про его прическу, волосы. У Миши же длинные волосы. Не, нормально, не. Все. Ну вот, короче, базару нет, мы не пьющие. Мы не поющие команда. Базару нет, мы не танцующая команда. Но у нас Кирилл немножко там пританцовывает. Давай это, давай. Красава, давай. Как зодиаки. Да. О, красавчик. Волова. Давай, теперь как в Вегасе. Убай, красавчик. А теперь Европа. Ага, на. Теперь ремикс. Все. Кирилл, все, нормально. Эй, ребята! Hello. Мото? Типа телефон-то вспомнил. Че? Да, видно, не готовы вы. Да, видно, не готовы. Как вы вышли на сцену без единственного городского парня в команде? Как вы вышли на сцену без единственного городского парня? Ну сразу вы так сказал. А что так быстро говоришь-то вообще, а? Давай я тебя быстро ударю, и ты тоже ничего не поймешь, жена. Короче, ремикс. Багный. Защищает инда. Что это? Кровь заиграла, да? А? Сейчас твоя кровь заиграет у меня на кулаках. Все, короче. Успокоились. Тихо. Фу, мяу. Что за животное, не понимаю, что это? Что это? Он крыса. Крыса, да? Да, крыса. Сплинтер, это ты? А что это ты вышел-то? Да помочь решил, братанам, ты что, совсем что ли? Да? Ну, а ты что в черном, что, свои лучшие шутки похоронил, что ли, ничего? Я тут не похоронил, я их сохранил. Точно похоронил, ага. Да. Че вышел-то вообще? Говорю, соскучился по КВНу, по залу. Дай бог, а я ночаный. Это Виталий Борзенков. Так гонишь, что ли? Вот этот. Да. Кто это? Ты кто? Турдук. Дундук. Бурдук-то. Бурдук-то, тохти? Тук-тук-то. Бурдук? Ладно, понятно. Ага, бурдук. Ребята, я вам помогу. Я опытный КВНщик. Отвечаю, помогу. Дай лапу. Собака, оказывается. Ага, помогу, пацаны, давайте. Ладно, короче, вы за кулисы уходите, да? Я вас прикрою, один на один с залом выйду, да? Ну что, привет, КЦ. Зал еще тот, можем, давайте миниатюру, поехали! Все мы знаем, как проходит взвешивание в UFC. Итак, представим, если бы наш бедолага Миша принимал там участие. Леди и джентльмены, на весах у нас 100 килограмм мраморного мяса. 100 боев, 100 побед.
Григорий Машина Сергей. Бурные аплодисменты. Ну и этот. 100 боев, 99 поражений. Одна ничья. Просто коэффициент у парня 1000. Михаил Бедолага Кривошапки. Ну что ж, лицом к лицу. Так, остановите, остановите. Абсолютная победа, Григорий Машина Сергей! Все мы знаем скандального парня с митинга Навального. Итак, представим, что бы было, если бы он не сдался. Это не штатив. Это... Ну, что-то есть. Да, тихо, пацан. Вот не надо, не надо. Давай. Ну, это уже штатив, базара нет, ага. Претензий не имею, все нормально, сам упал. Итак, это свершилось. Юрий Дудь пригласил к себе нашего Кешу. Добрый вечер всем. Здравствуйте, Иннокентий. Здорово, здорово. Сколько вы зарабатываете денег? Че, нормально? Там хватает на все? Хватает, да? На бабки, Ага. на деньги. Что? Ага, вот хотелось бы спросить, сколько у вас было половых партнеров, если не секрет? Ну, 8. О, 8. Вы же про половые тряпки, да? Ага, ну да, почти, ага. Что вы скажете при встрече, что вы сделаете при встрече с Путиным? Ну, я уже встречался с ними. Да ладно, да? Да, в лесу иду там, да, и здесь пауки. Вы про паутины же, да? Да, про паутины. До свидания. Ну что, друзья, помог мамбетам. Необычно, странновато. Половина Якутск молодой. Давайте, спасибо за внимание. Вот такая вот сборная провинциалов. Всех ребят, как было понятно по реакции зала, вы узнали, но формат и подход к юмору немножко изменился. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые жюри, готовьтесь к выставлению оценок. Под ваши бурные аплодисменты я приглашаю все команды на сцену. Напоминаю, высший балл за конкурс приветствия 6 баллов. В порядке выступлений будем поднимать оценки, уважаемые жюри. Ну что ж, дорогие друзья, оценки за приветствие. Максимальный балл 6 баллов. Команда КВН Дэнди начинала у нас этот конкурс. 6, 6, 6, 6, 5. Одна пятерка, остальные шестерки. Вторыми в этом конкурсе была Ассоциация молодых педагогов. 5, 5. Все судьи 5 баллов. Третьими Родительское собрание. 6, 6, 5, 5, 5. 2 шестерки, 3 пятерки. Ну и закрывала конкурс приветствия сборная провинциалов. Все судьи 6 баллов. На очереди следующий конкурс музыкальный биатлон. Музыкальный биатлон, поехали. Антошка, Антошка, возьми меня за ножки. Антошка, Антошка, я пьяная немножко. Спасибо. Вторая.
Если хочешь остаться за решеткой на все года, забеги в ГОМ-1 и крикни громко «Мусора!» Спасибо. Сборная провинциалов, чуть не сказал, Якутск молодой. Давайте. Добрый вечер. Спасибо, брат. Спасибо, друзья. Ну что ж, когда еды не станет, возможно, ими мы станем. Таков закон автовокзала, круговорот бомжей. Спасибо, еще. Самый-самый-самый дорогой Бигерем 30-ю песню поет Легантей. Спасибо. Дэнди. Мамина помада, сапоги старшей сестры. Готовится к концерту Вася Афанасьев. Спасибо. Еще одна. Песня плохого хозяина. Говорят, не повезет, если черный кот нагадит на порог, а пока наоборот. Пам-пам-парам-парам-пам-пам. Спасибо, Коля. Константин, педагог по трудам. Забирай его скорей, загорелся мавзолей. Спасибо. Еще одна. Помню, было мне 10 лет, тогда был тоже Путин президент. Спасибо. Ну что ж, уважаемое жюри, штрафных кругов нет, выбор сложный. Какая команда покидает нас с активом 0,4? Родительское собрание. К сожалению, это родительское собрание. Аплодисменты. Ну что ж, второй круг разыгрывается 0,6. Зубки выбиты, одежда рваная, сходил с чужой девушкой на свидание. Спасибо. Еще одна. У депутата выходной, он так захотел. Спасибо. Дэнди. Когда меня не станет, я буду бить кулаками своих детей и кулаками их детей. Таков закон Саисары. Спасибо. Еще одна. Песня про старую стриптизершу. Там где-то старая женщина крутится, вертится трешку и платит ремикс. Спасибо. Отлично. Константин, ваши две песни. Я не знаю, что мне делать с этой бедой. Заварила я ролтон холодной водой. Супер. Вторая. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог стоят сейчас те, кто ЕГЭ сдать не смог. Спасибо, Костя. Супер. Уважаемое жюри, с активом 0,6 нас покидает... Сборная провинциалов. Спасибо, сборная провинциалов. Финал, дорогие друзья. Сейчас мы узнаем, кому достанется 0,8 и 1 балл ровно. Ну что ж, Дэнди, начинайте. Самый лучший фильм «Нехара Бекир». Спасибо. Еще одна. Песня кота, которого кастрировали. Без тебя. Все не нужно стало сразу без тебя. Спасибо. Константин, давай, жги. Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ. Целую я теленка, в деревне девчонок нет. Ну, можно вторую не петь, в принципе. Давай, пой вторую. Кость, поехали. Детская жизненная. В родительской спальне скрипнула дверь. Все мне ясно стало. Ну что ж, дорогие друзья, 0,8 и 1 балл ровно достается... Так, 1 балл достается Ассоциации молодых педагогов. Поздравляем Ассоциацию молодых педагогов за заслуженное победе в музыкальном биатлоне. Продолжаем, дорогие друзья. Третий конкурс на сегодня. Это видеоконкурс. Видеоконкурс самосъемный. Задание было свободное, но одно условие было. Обязательно в этом видео должна появиться какая-то известная
личность нашего города, республики или страны. Ну, наверное, спустимся на землю, конечно же, города. И видеоконкурс, максимальный балл за него 5 баллов, начинает сборная провинциалов. Под ваши бурные аплодисменты. Нет, сразу включайте видео, дорогие друзья, сразу включайте, просто без объявлений. Антихайс. Бро. Мамбет продакшн. Самый дерзкий вид, но самый лучший он таксист. Спорим он себе, вместе тачку свою ксит. Спорим, что ты больше не покинешь этот хайс. Он курит сигареты, хорошо, что не спайс. Он врубает музон, он наливает себе чай. Покидаем чай на руке, пирожок, бар. Мне говорят, не твое место, бармен Тен. Я кидаю деньги в воздух, поймаешь их сам. Эй, эй, детка, ты модель или подделка? Сейчас не важно, важно только что мамбетка. Увезу тебя очень далеко, 3 дня в хайсе. Будет нелегко, эй. Мы на хайсе, например. Ноги давит, например. Бабка уснула на плече. Можно поменять музыку, да ты просто офигел. Мы на хайсе, например. Вот застряли, например. Не работает кондиционер. Ты до мирного? Да ты просто офигел. Извини за прямоту. Если не схожу в туалет, я точно здесь умру. Мои парни мне сказали, что мне нужно охладить. Я держу стекло открытым, что пацанам угодить. Эй, с нами должен был еще быть Бигги. Какой Бигги? Ну, Бигги, Бигги, Бигги. Кеша едет в город делать преступление. У него задание убрать ошибки поколения. Эй, это Анжелика, например. Подживалов, например. Это Василий, например. Че в натуре? Да, ты просто браконьер. Эй. Антихайс. Спасибо. Я думаю, свет не обязательно включать. Посмотрим все видео в таком формате. Следующими, уважаемые жюри, видео от Ассоциации молодых педагогов. Мы пытались договориться со звездой, но все звезды нам отказали. А когда звезды отказывают, КВНщики обычно снимают видеоролик с Русланом Ачировым. Итак, представим, что Руслан Ачиров стал настолько знаменитый, что Первый канал снял про него документальный фильм. Привет всем. Песня под названием «Небо» специально для всех, кто сегодня присутствует в Государственном центре республики. Здравствуйте, Руслан Ачиров. Расскажите, пожалуйста, вашу историю успеха. Ну, сейчас мы находимся в том дворе, где прошло мое детство. Здесь также дом, в котором я провел все детство. Давайте начнем именно с него. Пройдемте. О, вы же Руслан Ачиров. А можно ваш автограф? Конечно, без проблем. О, спасибо. Неожиданно встретить вас. Спасибо большое. Помню. Алло? Ага. Подписи собрал? Да, за Навального. Ну вот в этом подъезде я провел все свое детство. Здесь мы тусили дружной толпой. Ух, такие тусовки были мощные. Вот помню, как-то Серега приклеился к этому креслу. А клеем что, аппликации делали? Да-да, аппликации. Ну, а это моя любимая родная школа. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о Руслане Ачирове. Ой, о Руслане? Да ради бога.
Руслан в детстве был очень озорным мальчиком. В детстве он был очень дерзким мальчиком, и именно этим он мне понравился. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, тра-ба-баха, нет его. Каждый новенький ребенок вылезет. А однажды он даже подрался из-за меня. Парень из квартала, Светку не трогай, она моя. И тогда пришла у него идея, как пела песню. Неужели мы с тобой же разглядим с тобой небо? Руслан, у вас, наверное, очень много знакомых из мира музыки. Да, конечно, в том числе и очень известных знакомых в мире музыки. Вот, например, я знаю Оксимирона, мой хороший знакомый. Если не верите, я ему даже могу сейчас позвонить. Алло, Оксимирон? Привет, Оксимирон. Как дела, Оксимирон? Нормально, Оксимирон? Руслана-то я знаю с детства. Мы когда с пацанами в игру «Выше ноги от земли» играли, он вообще выше всех ноги задирал. Иногда вообще казалось, что он улетит высоко в небо. Ну что, ребята, спасибо. У меня, к сожалению, очень мало времени. Через час мне нужно вылетать в Москву. Я сейчас прыгаю на таксо и еду в аэропорт. Вот, так что спасибо. До встречи. Разливаясь дождем, знают небеса, мы с тобой не вдвоем. Спасибо. Спасибо и вам, Ассоциация молодых педагогов. Следующая команда в видеоконкурсе. Дэнди, аплодисменты. А наше видео снято по мотивам очень-очень популярного фильма «Хараби Кир». Короче, по последним данным, смерть наступила 5 часов назад. Полная причина смерти будет известна только после судмедэкспертизы. Ну что, показывай тут? Ну, короче, судя по телу, сильных повреждений нет. Видно, что работал профессионал. Что они вдвоем? Может, таксовали? Независимые? А может, вообще? Дурак, что ли? Ну, мало ли. Это, кстати, красиво умер. А тут что-то плохо умер. Что там по уликам? Улики есть. И как я предполагал, снова они. Покрышки. Черт. Это опять повторяется. Если подумать, да? Убийца же берет где-то эти баки. У меня есть один знакомый. Поехали. Салам алейкум, братан. Чё, как семья, как дети? Давай по делу. Такие баки продавал? Конечно, продавал, брат. Тебе надо? Тебе вот точно такие же есть? Точно такие же есть, брат. Только Adidas написано. Братан, ты отложи, я завтра подойду и Ну что, есть какие-нибудь догадки? Ты думаешь о том же, о чем и я? Мы посмотрим последнюю серию Наруто? Ты что, дурак, что ли?
Давай объединим все зацепки. Давай думать логически. У нас 2 трупа. На трупах черные боки. Если черные боки, значит на улице холодно. А если на улице холодно, значит зима близко. Тихо. Алло. Ага, понял. Поехали, еще одно убийство. Давай, мужики, у нас новое убийство и снова замешаны бабки. А кто такие-то? Да это же подтанцовка Светы Бугаевой. Ну а тут все понятно, что? Дело закрываем? Закрываем дело. Ну что, поехали в отдел, расспросим подозреваемых. Это твоих рук дело? Нет. Не ври мне, а? Ну честно, я зуб даю. Это ты убивал? Нет. Внять не говори. Нет. Это твоих рук дело, да? Нет, не мои. Точно? Точно. Да по-любому ты. Да все на тебя же повесим. Не Слышишь? надо, пожалуйста. Чему? Это ты убивал? Нет. Я ему верю. Я тоже. Ни одной зацепки нет. Походу гиблое дело. Ладно, я поеду. Ладно, давай. Отдохни хорошенько. Завтра будь. Нормальный форм. Можно? Да. Оля, помнишь те 2 трупа в машине? Мы нашли еще одну улику, там был телефон, который снимал. Посмотри. О, посмотри. Вообще прикол, да? Парни на каблуках танцуют. Фу, блин. Это фиаско, братан. Наконец-то понял, кто убийца. Убийца. Киргиз. Не знаю, как вам, мне действительно было интересно досматривать. Ну и последнее видео от команды «Родительское собрание». Уважаемое жюри, уважаемые зрители, наша команда приняла участие и отсняла небольшое ток-шоу, и мы хотим его предоставить вам на осмотр. Приятного осмотра! Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в нашей программе «Кому за чё» всемирная, не побоюсь этого слова, известная певица, блогерша, актриса Светлана Бугаева. А стала она всемирно известной после чего? Конечно же, после съемки своего скандально нашумевшего клипа. Ну, клип я, конечно, скажу, ну так себе, я бы не стала там сниматься. Но... Здравствуйте. Ой, здравствуйте, Светлана. Проходите, проходим. Светлана, судя по вашему клипу, вы очень любите провоцировать людей. Чего только стоит ваши провокационные сцены на кровати, в красных труселях. А по вашему лицу видно, что вы любите жрать. Что? Ну, здесь мы сошлись в едином мнении, что мы все, девушки, любим скандалы. Да.
Светлана, вы многодетная мать. Каково это? А каково вам иметь таких сыновей? Этот вообще подкатывал мне в зодиаке. Светлана, после съемки клипа какие плюсы в вашей личной жизни? Ну, меня стали узнавать, селфиться, автографы брать. Еще какие плюсы? Бесплатно кушаю, подарки дарят. Светлана, а вы не стесняетесь при людях ходить в трусах? А вы что, без трусов? Светлана, вы подарили миру многогранный, многоликий клип. И поэтому мы решили вам подарить такой же красивый, насыщенный клип от нас. Да, так приятно. Давайте вместе посмотрим. Светлял! Ты чё, голый лежишь, что ли? Эй, погоди-ка. Ты чё, охренел, что ли? Я машинально хотела быть как она. Пошел. Вам понравилось? Ну и напоследок, Светлана, что бы вы поменяли сейчас в своей жизни? Посещение этой передачи. Светлана, а можно ваш номер телефона? Мы вам позвоним насчет передачи. Хорошо. Мегафон 298 44 31. Спасибо. Спасибо, команде «Родительское собрание» и Светлане Бугаевой. Дорогие друзья, уважаемое жюри, максимальный балл за этот конкурс 5 баллов. В порядке выступлений выставляем оценки. Начинали сборная провинциалов. 4, 4, 5, 4, 5. 2 пятерки, 3 четверки. Вторыми в этом видео была Ассоциация молодых педагогов и Руслан Ачиров. 4, 5, 5, 5. Все пятерки, 1 четверка. Причем от Руслана Ачирова. Этим он хотел показать, что не самовлюбленный, но мы-то все знаем. Итак, третье видео от команды КВН Дэнди. Карабакы. 5, 4, 4, 5, 4. 2 пятерки, 3 четверки. И завершала конкурс видео «Родительское собрание». Все судьи 5 баллов. Дорогие друзья, завершающий конкурс нашей игры, конкурс одного номера. Это короткое, цельное, маленькое показательное выступление в стиле STEM, но количество людей на сцене не ограничено. До 4 минут на единую тему команды должны показать все, что угодно на свободную тему. И первыми этот конкурс открывает Ассоциация молодых педагогов. Встречайте! Итак, представьте по мотивам фильма «Крестный отец». Фильм «Крестный борец». Вот теперь я могу говорить. Сбербанк! Сбербанк! Да, отец. Ты выполнил мое задание. Ой, я не могу принять ислам. Но почему? Ну это как-то не по-христиански. Отец,
Еще такой странный вопрос. Почему ты назвала меня Сбербанк? Потому что ты всегда рядом. А, Мегафон! 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 Почему мне приходится кричать? А ты выполнил мое задание? Отец, мы не можем убить Бугаеву. Но почему? Так она станет еще популярнее. Расстроили вы меня. Уходите. Ну вот мы остались с тобой одни. Слава. Отец, купи себе стул. И почему у моих братьев нормальные имена, а у меня Слава? Понимаешь, в детстве я хотел славы. Ну вот ты, Слава. Дети мои, дети мои. да, отец, мы здесь. А это кто? А, славян, братан, прости, не узнал. У меня есть для вас задание. Отец, прежде чем мы выполним твое задание, ответь нам. Вот есть итальянская мафия, есть русская мафия. А мы какая мафия? Мы диско-мафия. Все понятно. То-то у меня правая нога дергается постоянно. Отец, а почему ты нам дал такие имена? В честь кого ты нас назвал? В честь Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Отец, а почему мы не переезжаем с этого места? Почему мы постоянно тут живем? Потому что это моя родная деревня. Это моя родная нога. А это не родная нога. А вот я и нашел тебя, крестный борец. Отец, кто это? Я не помню. Я помню, что у него только очень страшное имя. Неужели это Харабекир? Да, это Харабекир. Крестный борец, мне нужен секретный рецепт твоего наваристого суплекса. Если ты не дашь его, я буду убивать по одному из твоих сыновей. Блин, всего 3 попытки. Надо больше сыновей. Отец, я тебе помогу, как ты когда-то помог мне. Не надо меня бить лопатой по голове. Да нет, отец, смотри. Стой! Это мой бой. Мы оба знаем, чем это закончится. Если вы хотите увидеть финал потрясающего боевика, увидите в финале. Спасибо, с вами была Ассоциация молодых педагогов Республики Саха-Якутия. Спасибо! Спасибо. Ассоциация молодых педагогов. Все, отстрелялись на сегодня. Давайте им еще раз поаплодируем. Продолжаем конкурс одного номера. На очереди сборная провинциалов. Встречайте. Добрый вечер, дорогие друзья! С вами музыкальная передача «Дурдук Шоу». Итак, посмотрим на экран. Как мы все знаем, то, что Иван Дорн запустил флешмоб на тарабарском языке. Его поддержали Эолан и якутская Груча и группа Куча-Пача.
Итак, встречаем бурными аплодисментами скандальная группа Куча Пача. Арафу! Пача Маранана! Шакалякали! Фуринара! Шакинамана! Пулякала! Пача Наманания! Шакинамана! Понали! Подоси! Брюс Ли! Ватади! Маляка! Ватасида! Ватафа! Ватами! Мурака! Мурити! Фуляла! Ватасикала! Ватабиримала! Танама! Хурги! Атамана! Санма! Апа! Па! Сил! Лабана! Фуки! Су! Ма! Спасибо большое. Арафку! Спасибо. Ари-ари-ари! Фана-фана! И сразу задаю вам вопрос. В чем заключается смысл ваших песен? Ты же у Бузовой не спрашиваешь. Спасибо за ответ. О чем ваши песни? О чем ваши песни? Ну вот эта личная песня была прям серьезная про майонез. Очень какой интересный ответ. Как давно вы занимаетесь музыкой? Мы, короче, занимаемся. 2008, так, 2 дня. 2 дня. Арафу! Спасибо. Как вы относитесь к своим фанатам? Да, я уже отношусь с одной. Да, нормально все. Нормально относимся, Да. короче, ага. Четко, ага. Давайте мы второй трек подарим, вот это прям криминально. Давайте слушаем второй трек группы Куча Пача. Пачака, фу, на, вы, шала, паранана, синя, мы, ван, паканаса. Так, у меня назрел очень вопрос. А это именно песня о чем? Нормальная песня просто. От души в душу всем. Да, просто в душу залибательная. Арафу! Да, вот. Да, Арафу. Короче, еще есть напоследок для вашего шоу. Да. Лирическая. Это песня про... Не такая кочевая, будет сейчас. Прям серьезная тема. Давайте послушаем лирическую песню от группы Куча Пача. Ла-ла-ла-ла, Шанама Фури. Акаи али. Али Бариге. Колакала. Шумами. Почамакати. Алола фиде. Lo fame Samsung. Вала гине бамбумка. О, братан, заканчивай, тихо. Это слишком прям серьезно. Это прям серьезная песня была. Да, отвечаю. А про что эта песня? Эта песня посвящается нашему братану. Карифану, корешу. Хомяк Толя, ты был лучшим, отвечаю. Да. Эта кошка подъездная напала на тебя, бедолага, вообще был без помощи. Ты что? Ну, наверное, на этом хватит. Спасибо большое. С вами была скандальная группа Куча Пача. Поддержим аплодисментами. Дорогие друзья, вы, наверное, спросите у нас, в чем смысл этого номера, да? Здесь не важен смысл. Здесь важно то, что вы улыбались и смеялись, друзья. Спасибо. Сборная провинциалов специально для вас. Спасибо, сборная провинциалов. Напоминаю, что высший балл за этот конкурс 5 баллов. Ну и как вы поняли, готовится к этому конкурсу команда КВН «Родительское собрание». Аплодисменты!
Итак, мамам нужно тоже отдыхать. Итак, отец укладывает своего ребенка спать. Смотрим. Пап, когда целуешь, надо вдыхать воздух, а не выдыхать. Да. Книжки спят. Ну ладно, любимый, я пошла отдыхать с девочками. Подушки ждут ребят. Пап, а почему мама такая красивая, а над тобой природа поугарала? Да вот, извинился же. Ну хорошо. А скажи, почему меня Лолитой зовут? Не надо слов, не надо паники. А ответь мне на вопрос, почему у меня такая маленькая кроватка? А почему ты выросла? Сама виновата. А расскажи мне сказку. Я не знаю сказок. Ну раз не знаешь, на, прочитай хотя бы уж. А это что, на русском, что ли? Ну ладно, как-нибудь расскажу. Сказка про жабу принцессу. Тупой! Дура! Ну, короче, он пошел стрелять в жаб, чтобы они стали принцессами. Встретил он 3 жаб. Вот, ну, он кинул мечом. Стрельнул луком. 2 укусил. А 3 сама об статив ударилась. И превратились они в принцесс. У одной брови, как у Брежнева, а 2 норм ничего так, горячая штучка. 3 Василий Афанасьев. Василиса прекрасная. Ну, Иванушка не хотел их и плюнул на всех. Девушка долго не горевали. Вера, Лолита. Папа, а это что такое? Это мой сон! Походу у нас утечка газа. Ну и что хотелось бы сказать? Рассказывайте правильные сказки детям. Не надо слов, не надо паники. Команда «Родительское собрание», спасибо за внимание. Дорогие друзья, команда КВН «Родительское собрание» от всего сердца благодарит за помощь в подготовке к полуфиналу Светлану Бугаеву. Дорогие друзья, она сегодня у нас в зале. Давайте ей поаплодируем. Попросили, вот, и специально для вас попросили ребята сделать вот такую паузу. Пятико дарит вам замечательный букет. Аплодисменты, друзья. Ну что ж, завершает конкурс одного номера. Несложно тоже догадаться. Команда КВН «Дэнди». Встречаем! Дорогие друзья, а следующая ситуация прошла в обычной большой якутской семье. Да зачем нас отец вообще позвал-то, я не помню. Я работал. Не знаю даже, без понятия. Дети мои, я прожил
долгую и счастливую жизнь. Но прежде чем я уйду, я хотел бы вам раскрыть одну тайну. Только один из вас мой родной сын. И только ему достанется все мое наследство. Его зовут... Oh, yeah. Блин, я точно не родной. Мне не как. Тихо, заткнись, да? Давайте паспорт посмотрим, там же раздел дети. Так, все наследство достанется только ему, и его зовут... Oh, yeah. А как он написал, что-то непонятно. Здравствуйте. А у вас соли не найдется? Спасибо. Это кто такой-то? Ну это сосед наш, дядя Вася. Вот. Да, поняли мы. Блин, давайте думайте логически. По-любому неродному сыну он на день рождения дарил плохие подарки. Вот, Коля, тебе он что дарил? Машину. Мне квартиру. Блин, парни, а что такое день рождения? Короче, я пойду к дедушке и спрошу у него. Мужики, я прошел анализ-тест на ДНК. Я точно не родной. Короче, дедушка не знает. А что ты сразу у отца не спросил? В натуре, но... не в тему, я возвращаться туда не буду. 9 кругов проходить, что ли? Я что, Данте, что ли? И вообще, дед сказал то, что завтра у отца день рождения. О, зашибись, скидываться не надо. Блин, мне кто-нибудь уже объяснит, что такое день рождения? Коля, дед тебе чтобы ты больше его не беспокоил. Oh, yeah. Блин, у него же оставался бизнес. Бизнес-ланч у него оставался, и я его съел. В смысле ты его съел? Ну вот так вот взял и съел. Пацаны, подождите. Не важно, мы родные ему или нет. Главное то, что он нас воспитал. Вот, Коля, ты помнишь, он тебя научил на велосипеде ездить. Меня он привел на борьбу, а тебя он научил бриться. А ты помнишь, вот Кинчери, он тебя привел в кадетскую школу, и тебя там жестко чморили. И ты аж заикаться начал. Да, соглашусь, плохой пример. Дети мои, наконец-то вы поняли. Вы всю жизнь ругались, а теперь мы одна сплоченная семья. Обнимемся. Не, ну ты-то уйди, ты не родной. И нам не страшен твой фейковый клуб. А что мы хотели сказать этим номером? Бывают разные отцы, но настоящий отец – это тот, кто воспитал. Команда КВН Дэнди, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо всем командам за замечательное выступление. И под ваши бурные аплодисменты я все команды приглашаю на сцену. Ну что ж, уважаемое жюри, время выставить оценки за финальный конкурс. Максимум за него 5 баллов. Также определить лучшего игрока, лучшую игрунью. Сегодня, пожалуйста, не расходитесь. Те, кто участвовал в конкурсе от Мегафон, сейчас мы тоже в скором времени озвучим победителя конкурса. Также у нас будет... в конце концов, мы узнаем имена финалистов. Итак, уважаемое жюри, максимальный балл 5 баллов в порядке выступлений. Ассоциация молодых педагогов «Крестный борец». Высший балл 5 баллов. 4, 4, 4.
4, 5. Одна пятерка, остальные четверки. Тарабарский язык от сборной провинциалов. 4, 4, 4, 4, 4. Все судьи 4 балла. Сказка перед сном от родительского собрания. 4, 4, 4, 4, 5. Одна пятерка, остальные четверки. Ну и решение о вопросе наследства от команды КВН Дэнди. 5, 4, 5, 5, 5. Одна четверка, остальные пятерки. Ну что ж, пока счетная комиссия в лице Артема Евмененко у нас подводит итог игры. Уважаемый жюри, пару слов об игре, свое мнение. С кого начнем? Я думаю, кому ближе лежит микрофон. Ваши аплодисменты, Руслан Ачиров! Всем привет, привет зал, привет команды. Ну, на самом деле сегодня прозвучало, что когда звезды отказываются, меня зовут, да, сниматься. Ну вот, когда из членов жюри кто-то не приходит, тоже меня зовут в жюри, да. Я вот не думал, что сегодня буду. Но, тем не менее, хотелось бы поблагодарить команды за отличное настроение. Давайте мы им поаплодируем. Пусть победит сильнейший. Спасибо. Спасибо, Руслан Ачиров. Алексей Щербаков. Аплодисменты. Дорогие друзья, добрый день, добрый вечер. Уважаемые команды, была классная игра. Меня сегодня очень здорово порадовали Ассоциация молодых педагогов. Вы где? Вот, привет. Привет. И был рад увидеть новые лица в сборной команде «Родительское собрание». Спасибо. Спасибо. Костерин Александр. Привет, сцена, привет, зал. Ребят, я на самом деле очень доволен игрой. Еще больше я хочу быть на той игре, когда пенсионный фонд будет спонсором игры. Это вообще, наверное, кайф будет. Ну и трудовику отдельный респект, потому что когда он сказал, что вот сын, который вот там в 4-м ряду, это вот его там детище, да, то есть я прям напрягся, но слава богу вспомнил, что мой сын в 3-м ряду сидит. Так что, ребят, спасибо, молодцы. Добрый вечер. Татьяна Пяткина, дорогие друзья. Да, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет. Игра была такая классная. Да? Дэнди, хочу вас поблагодарить за то, что вы позволили со стороны посмотреть мне на себя. Спасибо вам за это большое. Хочу поблагодарить мужей за то, что вы отпускаете своих жен, замечательных женщин из команды «Родительское собрание», которые нас не перестают каждый раз удивлять. Спасибо вам за это. Другим командам, конечно, тоже большое спасибо. Вы все старались, и это было заметно. Спасибо за отличное настроение, спасибо за поддержку зала. Спасибо вам и удачи! Спасибо, Татьяна Николаевна. Михаил Гасанбалаев. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые команды. Спасибо вам большое за те 2 часа юмора, которые вы нам подарили. Сегодня, я считаю, была достаточно равная игра. У кого-то что-то получалось в разных конкурсах. Кто-то был лучше на приветствии, кто-то на видео, кто-то на, ну не знаю, кто был лучше на конкурсе одного номера. Видно, что, ну я не знаю, вот сборная провинциала, по-моему, на ходу импровизировала и придумывала этот номер прямо на сцене. Это полуфинал, здесь, конечно, ставки высоки, понятно, что кто-то пройдет, кто-то останется. Я желаю удачи финалистам и попрошу не расстраиваться тех, кто сегодня не пройдет. И Коля, антивирус, с днем рождения. Спасибо. Спасибо, Михаил. Ну что ж, уважаемое жюри, перед тем, как вы озвучите лучшего игрока и лучшую игрунью, я озвучу результат конкурса от компании «Мегафон». Дорогие друзья, поднимите руку, пожалуйста, пользователь с никнеймом Печенька Зеро. Поздравляем, вот он, молодой человек. Вставайте, выходите и получайте свой приз от компании «Мегафон». Этот человек сделал лучшее селфи. Мне, к сожалению, почему-то не отправляют еще ответ, очень хочется его услышать. Нужно было, напоминаю, задание придумать, сделать селфи, написать какую-то шутку, которая бы закончилась. Начинается с тебя. Расскажи, что ты написал? Я написал: голод начинается с тебя. Молодец, Печенька. Вот, спасибо тебе. Вот, ну что ж, уважаемое жюри, лучший игрок. Татьяна Николаевна, пожалуйста. Лучший игрок Костя Трудовик. Костя Кюн Иванов, лучший игрок. Вот он, Костя, выходи. Спасибо. Ну, а лучшая игрунью кто озвучит? Михаил Гасанбалаев. Руслан Ачиров.
Руслан Ачиров лучшая игруня или озвучит? Давай, Руслан Ачиров. Я думал, неужели опять Слава пришла ко мне? Так, лучшая игруня Ольга из родительского собрания. Ну, я думаю, тут бесспорно, дорогие друзья. Дорогие друзья, ну и что ж, переходим к оценкам. Можно, пожалуйста, убрать музыку? Потому что передо мной сейчас уникальная ситуация. Первый раз, по-моему, в якутском КВН случилось такое. По положению у нас первых 2 места проходит финал. Сегодня есть 1 победитель и 3 вторых места, дорогие друзья. Сумма 15 баллов ровно набрали команды «Родительское собрание», Ассоциация молодых педагогов и сборная провинциалов. 15,8 набрали Дэнди и выиграли игру. Дорогие друзья, у нас нет выхода, кроме того, как пригласить все команды в финал, потому что Дэнди победители игры 15,8, дорогие друзья. Остальные команды заняли 2-е место, поделив 15 баллов ровно между собой. Это уникальный случай, первый раз такое, но команды все получают у нас призы. Да, мы распределим призы, в общем, попозже, дорогие друзья. Но 1-е место Дэнди получает приз от нашего генерального спонсора компании Мегафон. Аплодисменты, Дэнди, поздравляем! Победители полуфинала, вот они. Друзья, у меня нет слов, я не знаю, что будет дальше. Еще впереди 1 полуфинал, и там должны тоже проходить команды. Какой будет финал, я не знаю, но уже 4 финалиста у нас есть. Аплодисменты! Увидимся в начале ноября на следующем полуфинале. Всем пока! Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ.